спорте, и нет прекрасней спорта. Так было, есть и будет так всегда. Мы вольники, мы вольная когорта, и светит нам Ерыгина звезда. Мы знаем злость, но мы не знаем злобы. Мы на ковре враги, а за ковром друзья. Да, мы бойцы, но мы не костоломы. Нас можно победить, но нас сломать нельзя. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба. Ведут к победам мужество и воля, но лишь кому доступна высота, в ком бьется сердце чистое, живое, кого влекут добро и красота. И если тренер вольнику России в разгаре схватки крикнул «Разорви!», то это значит победи красиво. Красиво действуй, думай и живи. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба. Уходит век, весь в отблесках багровых, ненастных дней хлебнувший через край. Прощай, 20-й, бурный и суровый, и ты, тысячелетие, прощай. Да будет мир, да возвестит планете святая олимпийская труба. Одна борьба останется на свете, и это будет вольная борьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба. Как представителю азербайджанской сборной, вопрос такой, сколько ребят привез? 12 из Баку и 8 человек из Махачкалы, которые борются за сборную Азербайджана. Всего 20-22 человека борются. Вот первый день какие успехи? Первый час за выход в финал будет бороться 65 килограмм, два человека. В одной группе и другой группе будут за выход в финал бороться. 97 килограмм наш друг, призер Европы как? Да, свежий призер Европы. Поздравляем его. За Азербайджан, за солнечный Азербайджан борется. Но это нас радует, не боролся, а лишь бы дали при нас. Сегодня он будет бороться? Нет. Он готовится будет на первенство мира среди молодежи. Удачи вам. Спасибо.
категория, весовая категория 97 килограмм. Борется Красный Батаев, Дагестан. Зукаев. На ковре выступают борцы весовой категории до 97 Вот сейчас килограммов. комментатор В скажет вам. красном трико выступает Ахмед Батаев, Россия. В синем Георгий Зукаев, Россия. Поединок за выход в финал. Şöyle. Nefşindar, Georg. Malovka, Sari Borma, Nefşindar. Просьба оператора подойти к ковру Б. Georg. Давай. Нельзя сюда доходить. Мы сами сделаем это. Ну, давай, разрешай. Roşavcı, Nefşindar. Кто на ихтер? Georg. Было. Давай. Şarozı suyunu Nefşindaroz. Yanma Roşavcı, давай. Так, Ахмед Бакаев. Бакаев это один из лучших борцов. Он по своей категории 97 килограмм. Сейчас похвалила его сильно, а? Вот видите как. Похвалил. А сейчас он его не пустит никогда. Не пустит. На ковре Б готовится борцами весовой категории до 60 килограммов на выход в финал. Теймур Мамадов, Азербайджан. Шамир Аджабов, Россия. Схватка будет проходить 13:51. Травмирован. Сейчас врач оказали медицинскую помощь. Сейчас он говорит, это Boş at takama, boş. Georgi Tikshavs, korkmam, boş. Boşum oldu, kadar cabak bir doğru şudu. Karama, molla, karama. Rocu. Давай, выложи, ты хаш, баума, выложи, давай. Розма, пленка кал, Жабах. Давай, ты интервью дашь мне? Жабах, хайса, Розма, Рошавджи. Так, Пуска. ну пока 2-0. Ахмед Молоднат модама, Габону, Рошавджи. Батаев. Осталось 20 секунд. Soros zakın, şastın juram, Soros. Школа Ибайханова, Батаев. Это, можно сказать, уже с этой школы вышли Эдхан Эдгареев, чемпион мира. Вот это тоже 97 килограмм. Борется нормально. Вот. Сам Ибайханов, директор школы, секундирует его. Так, осетинские тоже, друзья, покажем. Друзья. Так. Раз. Ну, 2-0. Пока впереди. Şarozı suyu Lacaros, gel, Lacaros. Yerin, Royda, nakavla, yerin. Если он займет первое место, на том ковре уже другая пара полуфинальная. Ну, посмотрим, как. Что? Soros yerin, karumma. Давай, kaçka, karoma. Boş şavısma, boş ucaba, boş şavın kahve. Пуска. Boş şavın kahve. Para. Ахмед, Акрас. Ай. Ну что там было?
Deo, nishe sofra, sermastar jochash, cesari borcha. Khabar jida. Хашка, Георгий, Как это хашка. так? Если спина коснулась, это что, ничего не дает, что ли? Карума, божа. Карума, о. Вау, 5-0. Сав. Да устал, Касапин, что делать? На ковер приглашаются Руслан Гасимов, Азербайджан, Улугбек Голубеков, Кыргызстан. Еще полтора минуты не было. О, смотри, а. Boş kalksana. Сав. Бал бери, бал. Mana çok. Во. На ковре Б победу одержал Расул Магомедов, Россия. И он становится Все. финалистом. Техническая победа Ахмеда Батаева. Вышел в финал. Мы поздравляем школу Эрбайханова. Это их ученик. На ковре С победу одержал Ахмед Батаев, Россия. Плохо. Мы, приветствуем вас на Алиалейском турнире. Из Бархановской школы сколько человек здесь борется? Сегодня 5 человек борются сегодня. И завтра 3 человека. Я снимал и следил за схваткой Ахмеда Батаева. Молодец, он технически, как говорится, выиграл. Там победа как 11-0. Ну, если бы вот так, как Ахмед все будет бороться, мне кажется, школа Баханова покажет. Остальные как борются? Тоже неплохо борются. Хасиев, Адамов, Надежда была, Ферзалиев, ну, что-то подустал Хасиев тоже. Видимо, ураза месяц повлияло на него. Да, это да. Очень сильно устал. Говорит, поздно лег спать тоже, 4 часа. Из-за этого, наверное. Ну, молодой еще, покажет себя, надеемся. Наш чемпион мира Бетхан как? Бекхан тренируется, сейчас вроде бы ходит потихонечку. Сегодня должен взвеситься, завтра тоже поборется. Надежда на Олимпиаду как? Надежда, ну у него не олимпийский вес, 61 же он, не олимпийский. Ну думаем сейчас на чемпионат мира, если повезут или перекидка, что там у него будет, посмотрим, тренера что решат. Завтра должен побороться, думаем, должен он выиграть здесь. Удачи вам! Скажи мне, черноокая, откуда ты и чья? Горянка, веселая южанка, как наши горы снежные, прекрасная и нежная. Горянка, веселая южанка, как наши горы снежные, прекрасная и нежная. Красавиц на земле, но песню не устал я петь только о тебе. Горянка, веселая южанка, как наши горы снежные, прекрасная и нежная. Горянка, веселая южанка, как наши горы снежные, прекрасная и нежная.
твой гордый нежный взор скорее милую назвать. Хозяйка этих гор, горянка, горянка, веселая южанка, как наши горы снежные, прекрасная и нежная. Горянка, горянка, веселая южанка, как наши горы снежные, прекрасная и нежная. Гамзат, вы как представитель города Хасавюрта, и вы судья международной категории, еще директор школы, сам директор школы. Училище Олимпийского. Еще мы недавно встречали вашего чемпиона тоже. Вот как обстоят дела, как борются ваши сегодня? Ну, Хасавюртовская школа борьбы сегодня, как сказать, на высоте. Училище Олимпийского резерва и школа Умаханова параллельно, потому что наши ребята, они являются и параллельный зачет в школе Умаханова. У нас 3 финалиста, из них 55 килограмм. Это 2 уродца и параллельный зачет школы Умаханова. Это Гебеков и Идрисов. И 74 килограмма в финале у нас борется Ахмед Гаджимагомедов, тоже представляющий училище Олимпийского резерва и школу Умаханова. Также там 55 будет бороться представитель школы Батырова Угуев Заур. Думаю, что Хасавюртовская школа борьбы и вообще хасавюртовцы на сегодня выступили блестяще. И 3 финалиста и 1 на 3-е место. Это, я думаю, что неплохой результат. Думаю, что Ирбайхановской школе же еще? В Ирбайхановской школе вот сейчас вот только закончилась схватка 97 килограмм. Батаев вышел в финал с представителем школы Гамидова города Махачкалы. Тоже будет очень хорошая схватка. И считается, что 4 человека у нас борются за первое место представителей города Хасавюрта. Еще один вопрос. Раньше в советское время вот в Олимпийском турнире боролись и чемпионы мира, даже, я помню, олимпийские игры. А сейчас что такое? Сейчас просто, понимаете, вот я тоже замечаю, что вот этот турнир менее становится важным для таких ведущих держав вольной борьбы в мире, иранцев, Турции, американцев, корейцев и монголов. Я не знаю, в чем это, может, из-за нестабильности обстановки у нас на Северном Кавказе, может, из-за этих террористических организаций, которые на территории Дагестана и России мутят как бы воду, может, и за безопасность, потому что МИД России или консульство России, они, когда обращаются, они не гарантируют им безопасность на территории Дагестана типа, и этим самым те не дают добро своим спортсменам выезжать на наши соревнования. Просто это кардинально, конечно, что-то надо делать, чтобы турнир был, как и раньше, такой напряженный. Видите, зрители даже, для того, что зрители приходят на имена, приходят на эти страны, приходят. Зрители даже в Дагестане, чтобы вот так турнир проходил, почти без зрителей, можно сказать. Такого же у нас никогда не было. Никогда, да. И, по-моему, более лучше надо готовиться организаторам, тоже нам, в том числе для проведения этого соревнования. Статус, значимость этого соревнования надо нам самим поднимать и выходить на этих людей и гарантировать им, что здесь, вы видите, что нормальная обстановка, нормальное судейство. Этим самым надо привлекать этих сильнейших команд в мире на наши соревнования, чтобы они были, как вы сказали, раньше здесь боролись, чемпионы Олимпийских игр, призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. И было на что смотреть и за кого болеть. А сегодня в основном российские борцы будут стоять на 50. Вы, как представитель Северной Осетии, Алания, как выступают ваши ребята? Ну, хотелось бы, чтобы выступили получше, но сейчас как бы уже время межсезонья. Ну вот, Хубешта Каха у нас в финале. За 3-е места пару ребят будут бороться. Ну, в принципе, хотелось бы желать лучшего, но что есть, то есть на сегодняшний момент.
А у вас они как первые или вторые номера здесь, или как? Скажите, пожалуйста. Ну, они каждый практически в лидер своем весе. Как получается, так выступили. У нас Санакоев, призер чемпионата России, Кахабек, чемпион России в свое время. Так что есть за ними такой солидный багаж. И Санакоев от Самазова в этом году был на Кубке мира вторым в составе сборной команды России. Так что... А судейство как проходит? Вот, что можно сказать именно по судейству? Вот только это вот самые хорошие и положительные оценки. На самом деле, ну и сам турнир как бы подводит к тому, чтобы мы как-то более объективно и справедливо оценивали все моменты. Так что я думаю, что проблем в судействе нет. Никаких проблем и никаких ошибок таких грубых нет. Судейством мы на сегодняшний день довольны. На первенстве Европы я видел, вы как судили, какие впечатления там и здесь. Давай, расскажите, пожалуйста. Впечатления самые незабываемые. В первую очередь, конечно, гордость за свою страну. А самый лучший результат показали наши вольники за всю историю выступлений на первенстве Европы. Из 8 человек 6 борцов завоевали золотую медаль и 2 серебряную. Все 8 человек боролись в финале. Такого еще никогда не было. Вот сегодняшний турнир, какие впечатления? Почему знаменитые ребята не участвуют? Вот вопрос. Ну, я тоже смотрю по составу немножко так, не такой уж, сказать, состав. Многие вторые, третьи номера не борются, не принимают участие в турнире. Я не знаю, может быть, это связано с месяцем Рамазан, может быть. Вот, многие не борются. Ну, конечно, приглашали мы еще другие команды. Наш оргкомитет Министерства спорта приглашал много команд. Но не все соизволили, так сказать, принять участие на нашем турнире. Только приехали казахи, узбеки, Азербайджан, как всегда, приезжают. Сборная Грузия даже. Грузия не приехала, Армения не приехала, хотя мы их ждали. Украина не приехала.
который всегда тоже приезжал. Даже я не вижу здесь Чечня даже нету, правильно? Чеченской команды нету, да. Да. Кабардинской нету команды. Карачаево-Черкесии не вижу. С чем это связано, не могу сказать, но их нет, к сожалению. Удачи вам, дорогие друзья, весовая категория 74 килограмм. Победитель первенства Европы синий это Нажмудинов Амрасаб. И смотри, как похвалил, уже начал. Поднимай ноги на него, вот так, еще раз. Так, вот так. Еще два. Еще два. И Киров и Болгария, болгарская сборная. Да, сейчас все, Нажмудинов, он сейчас перешел в взрослую категорию, но все равно молодец. Вот финальная схватка это. Это ученик Анвара Магомед Гаджиева. Сейчас. Все-таки молодец, Нажмудинов. Опыт есть, все есть. Хотя в молодом возрасте человек. Вот видите? Давай, контакт. Я еще помню, когда на Лелевском турнире в Болгарии, все время состав был хороший. Я помню, вот 48 килограмм, Стоянов. Он всегда выигрывал, потому что у нас СССР в то время, это дефицит был такой вес. Ох, ты что делал, а? Ну что? Так, в Болгарии тоже. Да, это уже второй встречи между Нажмудиновым Амаром и все, Кировым сборной Болгарии. Вот, Амар давай двигай, все, 2 балла. Бал дали. Бал дали. Да, вот сейчас. Сейчас на ковре С проходит последний поединок утренней программы, последняя решающая встреча. Решительная встреча. Выявляется участник малого финала. Который будет бороться за бронзовую медаль. Еще раз напоминаем, что вечерняя программа начнется в 18 часов, в 6 часов вечера. Церемония торжественного открытия соревнования и затем финалы. Взвешивание 4 часа дня начинается. Просим всех спортсменов, которые будут сегодня взвешиваться, подготовить анкеты, а также международные лицензии. На взвешивание всем иметь все свои спортивные достижения.
а также необходимо на взвешивание предъявлять международные лицензии. Спокойно, молодец, Амар. Так, 5, 9. Ну, Амар. Спокойно, стой, спокойно, не суетись. Вот так. Только не дадуны. Махбос, идет махбос. Так, дорогие друзья, все осталось. О, пожалуйста. Так, мне кажется... На ковреце победу одержал Амар Аскалов Нажмудинов, Россия. Вот отец Амар Нажмудинов. Так, вы как представитель школы, самой лучшей школы, Динамо, как ваши ребята выступают? Неплохо выступают, нормально. Сейчас борются, за выход в финал ребята борются, нормально ребята борются. А в школе сегодня много ребят было? Двое. Двое, да? Да. А завтра сколько будет? Завтра трое. А они ваши как первые номера или? Нет, не первые номера. А, первые номера у вас на выезде? Да, на выезде первые номера. Они находятся в Кисловодске, на сборах. Есть надежда, что динамовцы завтра и сегодня что-нибудь возьмут? Да, есть надежда. Надеемся. Удачи. Спасибо. Это замечательный турнир. Я был, начиная с первого турнира. Алео это наш друг, это замечательный, не только друг, он замечательный, известный спортсмен. Ну, мне приятно о том, что это продолжается, это не ослабляет, ослабливает, наоборот, увеличивается требовательности больше, чем появляется о том, что здесь Алиевский турнир. Алиевский турнир это вошло в историю и пойдет и дальше буду. Желаю я вот всем участникам здоровья, успехов всегда. И хотел бы, чтобы это продолжалось долго. Вам тоже удачи. Спасибо.
участники соревнований, гости, дорогие дагестанцы, позвольте мне от имени главы нашей республики Рамазана Гаджимурадовича Абдуллатипова приветствовать всех участников 47-го международного турнира памяти выдающегося борца современности нашего любимого Али Зульхарнаиловича Алиева. Многие здесь помнят, на этом турнире участвовали такие великие борцы, как Буайсар Сайтиев, Адам Сайтиев, Хаджимурат Магомедов, Маулет Батыров, братья Белоглазовы. Даже боролся Салман Хасимиков, который сегодня присутствует в этом зале, но, говорит, тогда был старт очень неудачный на этом турнире. Это говорит о престиже турнира. За эти годы более 40 стран из 4 континентов участвовали на нашем международном турнире. Поэтому ежегодный этот турнир с каждым годом набирает популярность, и мы будем проводить этот турнир на высоком организационном уровне. И сегодня хотел бы тоже пожелать всем участникам нашего турнира красивой, справедливой, честной борьбы, нашим гостям приятного пребывания в нашей красивой республике. Поэтому мы всегда рады вас приветствовать и на ежегодном турнире памяти выдающегося борца Али Зульхарнаиловича Алиева. Еще раз приветствую вас и поздравляю с прекрасным праздником, который сегодня проходит в нашей республике. Всем спортсменам удачи, а судьям честного судейства. Друзья, финал. Весовая категория 57 килограмм. Борются два хасавертовца. Красный Магомед Расул Идрисов и сильный Гебеков Артем. Вот сегодня я вам скажу, вот алиалетском турнире 4 хасавертовца вышли в финал. Вот эти два борца тоже, они в Махановской школе. Ну, посмотрим, что будет. В весовой категории до 57 килограмм. Борец в красном трико. Гебеков Артем. Мастер спорта международной категории. Мастер спорта международного класса. 26 лет. Город Хасавюрт. Борьбой занимается 12 лет. Личный тренер Али Исхаков. Победитель международного турнира Гран-при Иван Ярыгин 2015 год. Борец в синем трико Магомед Расул Идрисов. Россия, Дагестан. 20 лет. Замечание. Личный тренер Али Исхаков. В борьбе. И среди этих борцов, раз уж разговор зашел о дагестанцах, о Хасавюрте, Аббас Хаджи Магомедов из Хасавюрта, также училище Олимпийского резерва. И подготовлен он Али Исаковым и Гамзатом Аббасовым. 2 балла взял Магомедов. Золотым призером, чемпионом Европы в тяжелом. Так, дорогие друзья, это второй период встречи. Осталось там где-то немножко, вот видите, 3-2. Впереди. Идрисов, Магомед Расул. Вот все. Давай. Ну что ж, ваши аплодисменты подтверждают двухбальную оценку. Сейчас все приемы, которые начинаются на ковре, заканчиваются за ковром, оцениваются.
Все. Артем Гебеков, чемпион. Уже ясно было, под занавес рисковал борец и проиграл. На ковре боя победу одержал и стал победителем международного Турнира памяти выдающегося спортсмена Дагестана, России, Советского Союза Али Алиева. Победителем стал Артем Гебеков, Хасавюрт. Артем Гебеков, Магомед Расул Идрисов и Адам Гири Межедов, Хасавюрт, все представляют училище Олимпийского резерва, школу имени Умаханова. Золотую медаль разыгрывают представители команды Азербайджана. В красном трико Магомед Муслимов, в синем трико Тимур Мамадов. Так, весовая категория. После этой схватки награждение призеров 57 килограммов. Оба сборная Азербайджана. Магомед Муслимов красный. Это фамилия. универсальная борьба в весовой категории до 65 килограммов. Борец в красном трико. Магомед Муслимов. 24 года. Место жительства Азербайджан, город Баку. Борьбу за... Муслимов Магомед получил 1 балл. Сейчас остается еще перерыв. Мало времени. Магомед Муслимов, лучшее спортивное достижение его, победа на чемпионате Азербайджана. А его соперник, мастер спорта международного класса Тимур Мамадов, обладатель золотых медалей чемпионата Европы и чемпионата мира среди молодежи. Так, это второй период, 2-0 выигрывает Муслимов. Его соперник чемпион юношеской олимпиады, который впервые он стал. Когда молодой, юношеской олимпиады. Сейчас, когда люди часто друг друга знают, одно человек в школе, когда тренируются, вот так и бывает. Они вот 1-2 балла. Осталось 45 секунд. Муслимов, ты смотри, но все равно сдаться не хочет. Вот так. Осталось секунда, все. Магомед Муслимов чемпион. На ковре боя одержал победу Магомед Муслимов. И он становится победителем 47-го международного турнира по вольной борьбе памяти Али Алиева. Ну что ж, мы, пожалуй, предсказали правильно все. Славленный борец, тяжеловес, 4-кратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Советского Союза Салман Хасимиков. Стал Магомед Муслимов, Азербайджан.
Азербайджан уроженец села. Золотую медаль и высшую денежную премию Министерство спорта ему вручает заслуженный мастер спорта, чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр в Москве Магомедхан Арацилов, ученик Али Алиева. Дорогие друзья, высылает категория 44 килограмм. Гаджимагомедов Хасавюр, Дышты, Осетия, Алания. Это два борца, мастера спорта международного класса. Должна быть хорошая встреча. На ковре Б проходит финальная борьба весовой категории до 74 килограммов. Борец в красном трико Ахмед Гаджимагомедов. Место жительства Дагестан, село Барнаул, Россия. 26 лет. Борьбой занимается 14 лет. Тренируется под руководством тренера Исхакова Амина. Лучшие спортивные результаты. Двукратный чемпион Кубка мира, победитель международного турнира Иван Ярыкин. Борец в синем трико Кахабер Турбештын. Место жительства Владикавказ, Россия. 29 лет. Борьбой занимается 20 лет. Лучшие спортивные результаты. Победитель первенства мира 2006 год. Победитель первенства Европы 2006 год. Сейчас 1-0 впереди Гаджимагомедов. Да, сейчас замечание сделает красному. Нет, ничего не было. Ничего не было. Все, вперед. Второй период встречи. Вот. Сейчас уже то же самое. Футбол 1-0 впереди. Значит, очень хорошо друг друга изучали. Никто ничего не может, ни на риск, ни Еще раз просим муслимов. Так, дорогие друзья, вот осталась минута. Уже пора, да? Никак не получается. Остается 40 секунд. Идет последняя минута схватки. Видите, мы обещали вам напряженный поединок. Вот вам каким и оказался. Вот предупреждение только. Да, все говорят пассивно. Не знаем, что. Давай, кидай! Кидай! Не знаю, какие меры примут. Конечно. Магомед Муталибов и Амар Асхаб Нашмудинов.
И высшая денежная премия будет вручена Кахаберу Хубешты, Северная Осетия, Алания, город Владикавказ. Мастеру спорта международного класса. Награду ему вручает прославленный борец Дагестана, ныне тренер сборной команды России по вольной борьбе. Заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион Европы и мира, призер Олимпийских игр Махач Муртазалиев. Город Грозный, Мухаммед Расул Магомедов, школа Гамидова, Ахмед Батаев, школа братьев Ирвайхановых. Весовая категория 97 килограмм. Грозный. Борьбой занимается 10 лет. Дорогие друзья, Магомед является победителем Кубка главы Чеченской Республики, а также победителем международного турнира памяти Маканова. Тренируется под руководством Гелиева Бадрудина. Это Расул Магомедов, это ученик Анвар Магомед Гаджиев. Батаев — это Ирвайхановская школа. Сам Расул! Все, вперед, хорошо. Это уже второй период следующий. Борется Магомедов, Расул борется. Ниже стань, Расул, ниже стань, ниже стань. Ну, вряд ли сейчас что-то удастся делать. Осталось 40 секунд. Лакиру, ближе стань, ближе стань! Локоть ближе! И та, и другая сторона, когда кричат, ничего не получается. Все, осталось 10 секунд. Если это... Все. Магомедов Расул выиграл это. Расул Магомедов, Махачкала. Школа Гамидова. Дорогие друзья, вот сейчас борется красным Рашид Давгаджимура. Это чемпион Европы, свежий чемпион Европы, и Мусукаев, Исмаил Мусукаев, который в этом Якутске, который боролся с Лебедевым. Так. Да, дорогие друзья, вот сейчас что-то Мусукаевым плохо стало. Может, глаза держит или что? Так.
Меняй местами. Дай бороться, что ты, казах? No finger. Red, blue. Давай. Так, дорогие друзья, что уже остается 20 секунд. Ни того и ни другого, что не получается. Холтинге. Не ожидал. Хаджи Мурат. Высшая оценка вольной борьбы и волна. Да, это уже второй период встречи. Впереди Пашукаев 0-5. Ну, что-то расслабился Хаджи Мурат, он так никогда. Знаешь, что у него получилось? Сейчас, если Пашукаев не правит, то все. Засеет пушка. Наша картинка писает. Суд и провация. На построение. Бал. Правила борьбы. Те приемы, которые начали на ковре, но заканчиваются даже за ковром. Оцениваются. Таковы настоящие правила. Не только на турнире, но в том числе и на предстоящих Олимпийских играх. Еще раз,
Нажмудин ведь человек, который возглавляет самую лучшую школу в России, школу Али Алиева. Вот идет сегодня турнир Али Алиева. Что вы можете сказать? Ну, во-первых, я хочу всех наших гостей сказать им большое спасибо, что они приехали принимать участие, несмотря на то, что предстоят у нас Олимпийские игры. И совсем неудачное время мы проводим, честно говоря, этот турнир, если вот так честно сказать. И поэтому сильных борцов сегодня, значит, отдыхают они, вот как-то готовятся по этим Олимпийским играм. И вот те, которые, я смотрю, здесь уже очень титулованные спортсмены, чемпионы мира Европы, здесь ребята хороший бой дают, и вчера, и сегодня борются они там. Вот. Ну, нормально, вот, я думаю, значит, соревнования проводятся здесь неплохо, несмотря на такое кризисное положение всей России. Вот. Я думаю, и наши гости довольны, и спортсмены в этом плане, значит. Но я думаю, в следующем году еще лучше будет это проведен, этот турнир. Поскольку в следующем году они будут свободны от таких крупных таких соревнований, как Олимпийские игры, которые состоятся в сентябре. Шевесемовские какие успехи? В основном у нас сейчас из-за отсутствия своего собственного зала по вольной борьбе особо так радоваться по борьбе нет. Но у нас есть молодые ребята, которые показывают хорошие результаты пока. Но в основном нас радует наш Академия бокса при школе Али Алиева имени Султана Ибрагимова. Вот Академия бокса, вот это у нас сегодня в России является одним из лучших. Вот по подготовке этих спортсменов высокого класса. Ну, тэквондо тоже у нас 3 вида спорта. В основном сейчас у нас развивается очень хорошо бокс. Я думаю, в следующем году борьба покажет тоже результаты на свои результаты. Так, Анвар Абдулаевич, у вас даже династия Магомед Гаджиевы, все они были учениками нашего славного Али Алиева. Вот по сегодняшнему турниру что вы можете сказать? Как вы заслуженный тренер России и один из представителей школы Гамидова, старший тренер. Мы буквально видим, идут финальные схватки, борьба за третье, борьба за первое место. Турнир организован на высоком уровне, и участники, состав участников входится 4 заслуженных мастеров, несколько мастеров спорта международного класса и очень представительный состав во всех весовых категориях. И вот как мы видим по результатам, даже есть такие вот сенсации, что чемпионы мира не попадали на большой финал. Очень напряженные схватки. И отрадно то, что сам тренировался у Валерия Ивановича. Вчера двое моих воспитанников 7 килограммов Магомеду Гатул стали чемпионами. Для меня это вдвойне приятно, потому что сам боролся на турнире Али Алиева. И турнир Али Алиева для республики, для всей России это очень значимый турнир, очень представительный. И как-то получилось в этом году в связи с Олимпийскими играми, в связи с международными большинством турнирами, немножко не тот состав, который мы хотели бы видеть, но в любом случае очень представительный, очень сильный состав. И вот, финальная схватка в весе 70 килограмма, борются двое наших представителей Республики Дагестан. И во всех весах упорная. Весовая категория 74 килограмм. Красный Круглиев, Дагестан. Синий Минкаилов, Грозный. Это финальная схватка, весит до 84 килограмм. Эти двое, они одну схватку не проиграли, вышли в финал. Пожалуйста. Сейчас
2 балла впереди Круглив. Круглив это опытнейший борец. Борис красный прибор. Даурен Куругли. Россия. Россия, город Лужин. Мастер спорта. 23 года. Борьбу занимает 7 лет. Личный тренер. Славик Назуханов. Осталось 30 секунд. 2-1. Счет. Это 47-й турнир. В памяти легендарного Али Алиева, международный турнир. И Заур Маки приглашается на построение для выхода на награждение. Так, второй период встречи. Красный Круглив, синий Минкайлов. Красный город Махачкала, синий город Грозный. Сегодняшних победителей мы помним безусловно, а я хотел бы напомнить имена тех, кто завоевал золотые медали вчера. 53 килограммов Артем Белеков, 65 Магомед Мусlimов, 74 победил Кахабек Беши, 56 килограммов и в полутяжелом весе победителем на турнире стал Так, дорогие друзья, вот остается минута. Минута, 2-1 впереди. Круглив, если Круглив еще балл не возьмет, а судья может быть штрафной тоже. Не исключено. Ну вот я же говорю, судья показывает уже то, что я сказал. Осталось 30 секунд. Что осталось 10 секунд. Что? Что?
Дагестан, Махачкала, Рублев. Во-во-во, На ковре Б победу одержал Расул Магомедов, Россия. И он становится финалистом. Техническая победа Ахмеда Батаева. Вышел в финал. Мы поздравляем школа Эрбайхановых. Это их ученик. На коврице победу одержал Ахмед Батаев, Россия. Плохо. Мы, приветствуем вас на Алиалейском турнире. Из Бархановской школы сколько человек здесь борется? Сегодня 5 человек борются сегодня. И завтра 3 человека. Я снимал и следил за схваткой Ахмеда Батаева. Молодец, он технически, как говорится, выиграл. Там победа как 11-0. Но если бы вот так, как Ахмед будет бороться, мне кажется, школа Эрбайханова покажет. Остальные как борются? Тоже неплохо борются. Хасиев, Адамамы, Надежда была, Ферзалиев, что-то подустал Хасиев тоже. Видимо, ураза месяц повлияло на него. Да, это да. Очень сильно устал. Говорит, поздно лег спать тоже, 4 часа. Из-за этого, наверное. Молодой еще, покажет себя, надеемся. Наш чемпион мира Бекхан как? Бекхан тренируется, сейчас вроде бы ходит потихонечку. Сегодня должен взвеситься, завтра тоже поборется. Надежда на Олимпиаду как? Надежда, у него не олимпийский вес. 61 же он, не олимпийский. Думаем сейчас на чемпионат мира, если повезут или перекидка, что там у него будет, посмотрим, тренера что решат. Завтра должен побороться, думаем, должен он выиграть здесь. Удачи вам! Скажи мне, черноокая, откуда ты и чья? Горянка, горянка, веселая южанка, как наши горы снежные, прекрасная и нежная. Горянка, горянка, веселая южанка, как наши горы снежные, прекрасная и нежная. Красавица на земле, но песню не устал я петь только о тебе. Горянка, горянка, веселая южанка, как наши горы снежные, прекрасная и нежная. Горянка, горянка, веселая южанка, как наши горы снежные, прекрасная и нежная. Твой гордый нежный взор, скорее милую назвать хозяйкой этих гор. Горянка, горянка, веселая южанка, как наши горы снежные, прекрасная и нежная. Горянка, горянка, веселая южанка, как наши горы снежные, прекрасная и нежная. Гамзат, вы как представитель города Хасавюрта, и вы судья международной категории, еще директор школы
сам директор школы, Училище Олимпийского. еще мы недавно встречали вашего чемпиона тоже. Вот как обстоят дела, как борются ваши сегодня? Ну, Хасавюртовская школа борьбы сегодня, как сказать, на высоте. Училище Олимпийского резерва и школа Умаханова параллельно, потому что наши ребята, они являются и параллельный зачет в школе Умаханова. У нас 3 финалиста, из них 55 килограмм. Это 2 уродца и параллельный зачет школы Умаханова. Это Гебеков и Идрисов. И 74 килограмма в финале у нас борется Ахмед Гаджимагомедов, тоже представляющий училище Олимпийского резерва и школу Умаханова. Также там 55 будет бороться представитель школы Батырова Угуев Заур. Думаю, что Хасавюртовская школа борьбы и вообще хасавюртовцы на сегодня выступили блестяще. И 3 финалиста и 1 на 3 место. Это, я думаю, что неплохой результат. Думаю, что Ирбайхановской школе же еще? В Ирбайхановской школе вот сейчас вот только закончилась схватка 97 килограмм. Батаев вышел в финал с представителем школы Гамидова города Махачкалы. Тоже будет очень хорошая схватка. И считается, что 4 человека у нас борются за первое место представителей города Хасавюрт. Еще один вопрос. Раньше в советское время вот на Олимпийском турнире боролись и чемпионы мира, даже, я помню, олимпийские игры. Да. А сейчас что такое? Сейчас просто, понимаете, вот я тоже замечаю, что вот этот турнир менее становится важным для таких ведущих держав вольной борьбы в мире, иранцев, Турции, американцев, корейцев и монголов. Я не знаю, в чем это, может, из-за нестабильности обстановки у нас на Северном Кавказе, может, из-за этих террористических организаций, которые на территории Дагестана и России мутят как бы воду, может, и за безопасность, потому что МИД России или консульство России, они, когда обращаются, они не гарантируют им безопасность на территории Дагестана типа, и этим самым те не дают добро своим спортсменам выезжать на наши соревнования. Просто это кардинально, конечно, что-то надо делать, чтобы турнир был, как и раньше, такой напряженный. Видите, зрители даже, из-за того, что зрители приходят. Категория 97 килограмм. Борется Красный Батаев, Дагестан. И Зукаев. На ковре выступают борцы весовой категории до 97 килограммов. Комментатор скажет В красном трико выступает Ахмед Батаев, Россия. В синем Георгий Зукаев, Россия. Поединок за выход в финал. Невшиндar, Георг. Маловка, Сариборма, Невшиндar. Просьба оператора подойти к ковру Б. Георг. Давай. Мы сами сделаем это. Давай, разрешай. Рошалки, Невшиндar. Что на их
Было. Давай. Шароза свидишь Чинаров. Яма, Рошавчик, давай. Так, Ахмед Бакаев. Бакаев это один из лучших борцов. Он по своей категории 97 килограмм. Сейчас похвалила его сильно, а? Вот видите как. Похвалил. А сейчас он его не пустит никогда. Не пустит. Борцами самой категории до 65 килограммов на выход в финал. Теймур Мамадов, Азербайджан. Шамир Аджабов. Схватка будет проходить 13:51. Сейчас врач оказали медицинскую помощь. Сейчас он говорит, это Георгий Тыкчавс, Кохмам, Бош. Бошу Молдахата, Джабар, Видор, Карама, Молла, Карама. Роджу. Давай, выложи, Симхаш, Баума, выложи, давай. Розма, Кромка, Джабах. Давай, Роша. Ты интервью дашь мне? Джабах, Хайса, Розма, Рошавджи. Так. Пуска. Ну, пока 2-0. Ахмед Батаев. Осталось 20 секунд. Сорос, шостный журам, Сорос. Школа Ибайханова, Батаев. Это, можно сказать, уже с этой школы вышли Эдхан Элгереев, чемпион мира. Вот это тоже 97 килограмм борется нормально. Вот. Сам Ибайханов, директор школы, секундирует его. Так, осетинские тоже, друзья, покажем. Друзья. Так. Центр, блюд. Раз. Ну. 2-0. Пока впереди. Шорозу свой Ладжорос, Ладжорос. Ерен, Ройда, Нахаула, Ерен. Если он займет первое место, на том ковре уже другая пара полуфинальная. Ну, посмотрим, как. Что? Ерен, Карумма. Давай, Хашка, Карумма. Боршаусма, Бошу Джабах, Бошаун Каве. Пуска. Бошаун Каве. О, Ахмед, красава. Ну что там было? Ео, нише софр, Сырмастар, Жохаш, Чесари Борха. Хабарджида. Хашка, Георгий, Хашка. Если спина коснулась, это что, ничего не дает, что ли? Карумма, Бошауда. Карумма, о. Бао, 5-0. Слав. Да устал, Асатин, что делать? На ковер приглашаются Руслан Гасимов, Азербайджан, Улугбек Толдошбеков, Кыргызстан. Ну, еще полтора минуты не говорил. Гол смотри, а?
Убери бал. На имена приходят, на эти страны приходят. Зрители даже в Дагестане, чтобы вот так турнир проходил, почти без зрителей, можно сказать. Такого же у нас никогда не было. Никогда, да. И, по-моему, более лучше надо готовиться организаторам тоже, нам, в том числе для проведения этого соревнования. Статус, значимость этого соревнования надо нам самим поднимать и выходить на этих людей и гарантировать им, что здесь, вы видите, что нормальная обстановка, нормальное судейство. Этим самым надо привлекать этих сильнейших команд в мире на наши соревнования, чтобы они были, как вы сказали, раньше здесь боролись, чемпионы Олимпийских игр, призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. И было на что смотреть и за кого болеть. А сегодня в основном российские борцы будут стоять на пьедестале. Вы, как представитель Северной Осетии, Алания, как выступают ваши ребята? Ну, хотелось бы, чтобы выступили получше, но сейчас как бы уже время межсезонья. Ну вот, Хубешта, Каха у нас в финале. За третье места пару ребят будут бороться. Ну, в принципе, хотелось бы желать лучшего, но что есть, то есть на сегодняшний момент. А у вас они как первые или вторые номера здесь, или как? Скажите, пожалуйста. Ну, они каждый практически в лиге своем весе. Как получается, так выступили. У нас Санакоев, призер чемпионата России, Кахабек Хубешта, чемпион России в свое время. Так что есть за ними такой солидный багаж. Санакоев от Самазова в этом году был на Кубке мира вторым в составе сборной команды России. Так что... А судейство как проходит? Вот, что можно сказать именно по судейству? То только это вот самые хорошие и положительные оценки. На самом деле, ну и сам турнир как бы подводит к тому, чтобы мы как-то более объективно и справедливо оценивали все моменты. Так что я думаю, что проблем в судействе нет. Никаких проблем и никаких ошибок таких грубых нет. Судейством мы на сегодняшний день довольны. На первенстве Европы я видел, вы как судили, какие впечатления там и здесь. Давай, расскажите, пожалуйста. Впечатления самые незабываемые.
в первую очередь, конечно, гордость за свою страну. А самый лучший результат показали наши вольники за всю историю выступлений на первенстве Европы. Из 8 человек 6 борцов завоевали золотую медаль и 2 серебряную. Все 8 человек боролись в финале. Такого еще никогда не было. Вот сегодняшний турнир, какие впечатления? Почему знаменитые ребята не участвуют? Вот вопрос. Ну, я тоже смотрю по составу немножко так, не такой уж, сказать, состав. Многие вторые, третьи номера не борются, не принимают участие в турнире. Я не знаю, может быть, это связано с месяцем Рамазан, может быть. Вот, многие не борются. Конечно, и приглашали мы еще другие команды. Наш оргкомитет Министерства спорта приглашал много команд. Но не все соизволили, так сказать, принять участие на нашем турнире. Только приехали казахи, узбеки, Азербайджан, как всегда, приезжают. Сборная Грузия даже. Грузия не приехала, Армения не приехала, хотя мы их ждали. Украина не приехала, которая всегда тоже приезжала. Даже я не вижу, здесь Чечня даже нету, правильно? Чеченской команды нету, да. Да. Кабардинской нету команды. Карачаево-Черкесии не вижу. С чем это связано, не могу сказать, но их нет, к сожалению. Удачи вам, дорогие друзья. Весовая категория 74 килограмм. Победитель первенства Европы синий — это Нажмудинов Амрасаб. И смотри, как похвалил, уже начал. Поднимай ноги на него, вот так, еще раз. Так, вот так. Еще 2. Еще 2. И Киров из Болгарии, болгарская сборная. Да, сейчас все. Нажмудинов, он сейчас перешел в взрослую категорию, но все равно молодец. Вот полуфинальная схватка это. Это ученик Анвара Магомед Гаджиева. Сейчас. Все-таки молодец, Нажмудинов. Опыт есть, что есть. Хотя в молодом возрасте человек. Вот, видите? Давай, контакт. Я еще помню, когда на Лелевском турнире в Болгарии, все время состав был хороший. Я помню, вот 48 килограмм, Стоянов. Он всегда выигрывал, потому что у нас СССР в то время, это дефицит был такой вес. Ох, ты что делал, а? Ну что? Так, в Болгарии тоже. Да, это уже второй встречи между Нажмудиновым Амаром и Кировым сборной Болгарии. Леон, двигайся!
Вот, Амар, давай двигай. 102 балла. Бал дали. Бал дали. Да, вот сейчас. Сейчас на ковре С проходит последний поединок утренней программы, последняя решающая встреча. Решительная встреча. Выявляется участник малого финала. Который будет бороться за бронзовую медаль. Еще раз напоминаем, что вечерняя программа 18 часов, 6 часов вечера. Церемония торжественного открытия соревнования и затем финалы. Взвешивание 4 часа дня начинается. Просим всех спортсменов, которые будут сегодня взвешиваться, подготовить анкеты, а также международные лицензии. На взвешивание всем иметь все свои спортивные достижения. А также необходимо на взвешивание предъявлять международные лицензии. Спокойно, молодец, Амар. Так, 5, 9. Ну, Амар. Спокойно, стой, спокойно, не суетись, вот так, вот так. Только не дадуны. Махбос, ты идешь, махбос. Так, дорогие друзья, все осталось. Вот, пожалуйста. Так, мне кажется... На ковре С победу одержал Амар Аскалов Нажмудинов, Россия. Вот отец Амар Аскалов Нажмудинов. Так, вы как представитель школы, самой лучшей школы, Динамо, как ваши ребята выступают? Неплохо выступают, нормально. Сейчас борются, за выход в финал ребята борются, нормально ребята борются. По школе сегодня много ребят было? Двое. Двое, да? Да. А завтра сколько будет? Завтра трое. А они ваши как первые номера или? Нет, не первые номера. А, первые номера у вас на выезде? Да, на выезде первые номера. Они находятся в Кисловодске, на сборах. Есть надежда, что динамовцы завтра и сегодня что-нибудь возьмут? Да, есть надежда. Надеемся. Удачи. Спасибо. Это замечательный турнир. Я был, начиная с первого турнира. Лео это наш друг, это замечательный топ-друг, он замечательный, известный спортсмен. Ну, мне приятно о том, что это продолжается, это не ослабляет, ослабливает, наоборот, увеличивается требовательности больше, чем появляется о том, что здесь Алиевский турнир. Алиевский турнир это вошло в историю и пойдет и дальше буду. Желаю я вот всем участникам здоровья, успехов всегда. И хотел бы, чтобы это продолжался долго. Вам тоже удачи. Спасибо.
свете, и нет прекрасней спорта. Так было, есть и будет так всегда. Мы вольники, мы вольная когорта, и светит нам Ерыгина звезда. Мы знаем злость, но мы не знаем злобы. Мы на ковре враги, а за ковром друзья. Да, мы бойцы, но мы не костоломы. Нас можно победить, но нас сломать нельзя. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба. Ведут к победам мужество и воля, но лишь тому доступна высота, в ком бьется сердце чистое, живое, кого влекут добро и красота. И если тренер вольнику России в разгаре схватки крикнул «Разорви!», то это значит победи красиво. Красиво действуй, думай и живи. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба. Уходит век, весь в отблесках багровых, ненастных дней хлебнувший через край. Прощай, 20-й, бурный и суровый, и ты, тысячелетие, прощай. Да будет мир, да возвестит планете святая олимпийская труба. Одна борьба останется на свете, и это будет вольная борьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба. Как представителю азербайджанской сборной, вопрос такой, сколько ребят привез? 12 с Баку и 8 человек из Махачкалы, которые борются за сборную Азербайджана. Всего 22 человека борются. Вот первый день какие успехи? Первый час за выход в финал будет бороться 65 килограмм. Два человека в одной группе и в другой группе будут за выход в финал бороться. 97 килограмм наш друг, призер Европы как? Да, свежий призер Европы. Поздравляем его. За Азербайджан, за солнечный Азербайджан борется. Но это нас радует, где бы не боролся, а лишь бы дали по нас. Сегодня он будет бороться? Нет. Он готовится будет на первенство мира среди молодежи. Удачи вам. Спасибо.